Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Всем братьям, а также приветствую всех людей доброй воли, всех национальностей. Решил вам зачитать статью, написанную 5 лет назад для друзей Фейсбука о внутреннем мире чеченского народа, так как сегодня она более актуальна, где извращается вся суть чеченского народа, поэтому мы решили поделиться этой статьей с вами. Пишу это желанием показать также и миру, какую мудрую и уникально древнюю цивилизацию уничтожает Российская империя злодеев самыми варварскими методами, огнем и мечом, травлей фауны и флоры, проводя оккупацию более 100 раз войной, 10 частичной депортацией и 11 полной депортацией народов в Среднюю Азию и Сибирь. Ни на один день не остановлен мощный имперский механизм по уничтожению народа как путем насильственной ассимиляции с уничтожением его древнего языка, а через язык целенаправленно стирается самобытность и культура народа. Представляя миру ногчи чеченцев самыми изощренными сценариями, написанными в античеловеческом гнезде Лубянки города Москвы, с огромным желанием обесчестить чеченский народ в отместку за свои поражения с этим малым по числу народом, но высоким по духу своему и именем перед миром. И все это, преподнося миру многовековой геноцид этой высоконравственной нации, как якобы просвещением полудикого народа в оправдании своих вековых зверств и этноцида над ним. С тех далеких послепотопных времен пророка Ноя, мир ему и милость Аллаха, по подсчетам ученых от 9 до 10 тысяч лет, ногчи чеченцы, как и другие народы, в частности, как прямые и одноименные наследники этого посланника, пророка, который являлся спасителем и учителем возрождения человечества, и ногчи чеченцы, хранящие его заветы и утраченные ранее погубленным населением земли божественных установлений, и пророк Ной, алейхиссалам, который в первую очередь устанавливал их впоследствии непосредственно через своих потомков, которые после станут известными миру как создатели Шумера, Хуррита, Урартийско-Этрусской, Метанинской цивилизаций. Они являются теми, которые дали человечеству такие достижения, как колесницу, стрелу, врачевание, письменность, астрологию, числительность, землепачество. Это не мои слова и не чеченцев, а утверждения известных ученых мира как Запада и Востока, и даже из северного вражеского стана, из благородных, и которые в своем имени Нохчи означает «сыновья Ноя», и укладом жизни, составленной из заветов своего отца-пророка, пронесли их в первозданном виде до настоящего времени. В доказательство сказанному приведу для примера не чеченцев, как ученых мирового уровня. Первый Александр Моисеевич Пятигорский, пишет 1928 год, востоковед, философ, писатель. В 1973 году эмигрировал из СССР, с 1974 года жил в Лондоне. Когда чеченцы стали жить в своих тесных ущельях, тогда еще не было ни древних германцев, ни римлян, ни античных греков, никого. И впоследствии никакие мимо проходящие монголы, тюрки, индоевропейцы с севера и с юга не смогли чеченцев выгнать оттуда. Второй. Чарльз Уильям Рекхартон. Мы теперь знаем, что предки чеченцев, причастны к становлению человеческой цивилизации в первичном ее очаге на Ближнем Востоке, хурриты, миттани и урарты. Вот кто числится в источниках чеченской культуры. Древние народы евразийских степей, очевидно, также включили их предков, потому что остались следы родства этих языков, например, с этрусскими, а также со славянами,
Традиционное мировоззрение чеченцев обнаруживает исконный монотеизм, мысль о едином Боге. Система объединенных самоуправляющихся тейпов столетия назад выработала единый орган Совет страны Мехкел. Он выполнял функции единого военного командования, формировал общественные отношения, нес государственные функции. Единственное, чего ему не хватало для ранга государства современного мира, так это пенитенциарной системы, включающей тюрьмы. Итак, чеченский народ жил веками со своим государством. К эпохе появления на Кавказе России чеченцы завершили антифеодальное движение, оставленное монголами. Но они оставили функции государства как способа человеческого обжития и самообороны. И именно этой нации удалось в прошлом осуществить уникальный мировой эксперимент по достижению демократического общества. Энциклопедический словарь, конец цитаты. Гранат, том 58, издательство 7, Москва, ОГИЗ, 1940 год, страница 183. Эта нация через неимоверные потери и с удивительной стойкостью пронес эти заветы второго праотца человечества в пророческой обвертке чистоты милосердия и благородства нравов вместе и с укладом жизни своего бытия. С наступлением тяжелых времен, оккупацией своей равнины огромными империями, уходя в недоступные горы, где свято берегли родовые очаги и строя там в недоступных скалах, в вершинах гор в виде обелисков, укрепленные башни и дворцы-шедевры, где сохраняли свою веру, цивилизацию и мессианские заветы Божьих посланников, свидетелями которого и стоят поныне остатки этих многочисленных башен и замков в наших горах, которые остались против воли русистов, которые их взрывают и уничтожают более 400 лет. Исходя из мировоззрения и законов, составленных пророком Ноем, алейхиссалам, а также дополняя их новыми наставлениями Создателя через наших родственников и как потомков Ноя, новых пророков, этот древнейший этнос народа Нохчи жил и шел по своей тяжелой и праведной жизни, соблюдая все эти божественные установления, невзирая на неимоверные трудности и потери, оставаясь верными своему Создателю, которые стояли и стоят поперек горла всем угнетателям, монархам и империалистам, подавая дурной пример для закабаленных ими народам. Эти скрываемые факты доказывают сегодня нашему оснащенному и развитому миру воочию через новые технические возможности и исторические открытия, всеми людьми чести от ученых всех народов, по примеру выше приведенных ученых Моисеева и Рикхартона. Наш мир утратил, к великому сожалению, катастрофическим большинством эти благородные чистые нравы и законы, ослепленные с погоней за добычей этого тленного мира, из-за чего сегодня страдают в раздорах единокровные народы. У этого древнего народа Нохчи, чеченцы, есть такие обычаи в своем мире, абсолютно неподозреваемые инородцами, но столь сказочно изумительно красивые в себе, которые восхищенно и уважительно воспринимаются чужими мыслителями и людьми доброй воли, побывавшие в стране Нохчи, когда о них они узнают. Этот народ Ноев убежден в своем сознании, что только презренный раб в душе захочет сделать из другого такого же раба, как сам, так как мы все созданы равными и свободными. Вот приведу для наглядности и в подтверждение сказанному некоторые изумительные примеры из внутренней жизни чеченцев. У нас не разделяют людей по расам или вероубеждениям, так как все народы созданы нашим единым Создателем, Господом миров, и убежденные в том, что в каждом народе есть куланах. А куланах – это высший эпитет мужчине, исходя из вышесказанного, все народы наши дальние родственники, как потомки нашего праотца Ноя, и те, которые когда-то отделились от нас и утратили заветы нашего общего праотца.
Этому свидетелями являются огромные пласты в языках этих ведущих народов, так как много имеются в них слова и пословицы, сходные с чеченскими, и этимологию которых разъясняет Нохчий про язык в соответствии смыслов этих народов. Далее, с издревле, страна Нохчий всегда славилась милосердием и сострадательностью, куда стекались ущемленные и обездоленные представители всех наших близких и дальних соседей, которых мы принимали и давали свои права и приют, которые живут среди нас, ставшие частью нашего народа, которые и составляют из нас 10-15%. Они становятся чеченцами, то есть получают полное гражданство после смены 7 отцов, хотя до этого они имеют все те же наши права, за исключением избрать и быть избранным. И мы не видели ни одного случая, за редким исключением, до 1944 года при депортации, чтобы они изъявили желание вернуться на родину своих этнических предков. Весь Нохчий народ имеет в своем социуме семейно-братские обычаи и взаимоотношения друг к другу, где каждый старец всем как личный дед или бабушка, каждая женщина для всех как сестра, мать или дочь, и каждый обязан проявлять уважение и мягкую почтительность. Вот когда в наше время, как и в прошлые века, весь быт, нравы и язык уничтожается империей, стирая память для потомков, прозванный ею как самый тяжелый народ для империи, где чеченцы по вынуждению стараются защитить свою историю, язык и культуру, недоброжелателями и подонками навешивается подлый ярлык националистов или нацистов на чеченцев. Им я приведу жизненно беспримерный адат чеченцев, что показывает их гнусный наговор. Нохчи по сей день дают имена своих соседей и дальних народов, близких и дальних, своим новорожденным сыновьям, такие как Сюли, дагестанец, Черкзи, черкес, Гыржи, грузин, Хири, осетин, Ноги, нагаец, Жайху, аварец, Гейбертлу, кабардинец, Гейзлу, татарин, Укру, украинец, Япон, японец, Газгунки, лакец, герман, немец, Оухан, ауганец, Турку, турок, казах, казах, арби, араб, инглс, англичанин и так далее. Разъяснять этот феноменальный обычай не стану, так как он сам за себя говорит. Но имена русских кровавых генералов мы даем своим собакам. Вот теперь приведу некоторые идентичные стороны этого народа Нохчи. Всестороннее и безупречное уважение к родителям и ко всем старшим по возрасту. Вставание при заходе старших, друзей, а также при всех посторонних в знак уважения к ним. Наложенное табу супружеским взаимоотношениям, и которые при старших не обращаются друг к другу. Сын никогда не заговорит с дедом, отцом и дядями и намеком о своей невесте, а также и младший брат со старшими братьями. Никогда при них не закурит, не сядет, пока старший не укажет, не вступит в разговор старших, но будет стоять как часовой с руками сзади, слушая и наблюдая, исполняя их нужды. Также и дочь не станет говорить деду, отцу, дядям и братьям о своем возлюбленном и о делах замужества. Для них мать семьи выступает как адвокат, информатор и посредник. Это у нас с малых лет воспитывает особое отношение к старшим. Молодожены не показываются старшим и родителям в определенное время, пока с народной дипломатией их не покажет друг или пока не позовет их сам старший. Жених отсутствует на своей свадьбе у Нохчи из-за стыда, что он вступает в супружескую жизнь, а невеста может появиться на свадьбе по приглашению гостей при сопровождении своих родственниц и со стороны жениха, чтобы люди знали свою невесту в будущем. Родители не ласкают детей при людях, не бьют их, чтобы не воспитывать их из них трусов, а также им запрещено хвалить своих детей. Вышедшая в замуж дочь или роженица не показывается старшим в определенное время,
так как это показатель сожительства замужества. Сноха никогда из мужчин не называет по имени родственников, друзей и соседей своего мужа, а также мужа, но дают им свои уважительно-ласкательные имена. Молодым дают новые имена, а старших именуют они, как их до них звали более старшие снохи. Нохчи без согласия девушки не отдают дочь в замуж против ее воли. При замужестве всегда отдается предпочтение выбору девушки, так как считается, что только свободный союз семьи сможет родить и воспитать благородных и истинно свободных сыновей и дочерей. Выдать ее против воли считается насилием, которое влечет за собой несправедливость, а все несправедливое и нечестное отвергается народным сознанием и законами народа, как свободного и равноправного, не имеющего классового различия. Отец никогда не вступает за сына при его ссоре с чужими, даже если и убивают его, хотя спрос и будет от него неизбежен. Все дети именуются ангелами до 7 лет, и они считаются общими в адате для всех при присмотре и воспитании. Если вдруг кого-то ребенка после 7-летнего ангельского возраста кто-то поругает или даст подзатыльник за оплошность его от любого старшего, и родитель проявит этому недовольство, то он считается малодушным, то есть это удел недостойного, а этого боятся у нас как огня. Считается также позорным, а то и принижает честь того, кто отказывает кому-то в просьбе о помощи или прощении обиды. Осуждается строго как удел раба, издевательство и даже над животным. А также, когда физически здоровый человек будет проявлять насилие против слабого, чеченец не имеет права проходить мимо, то это тоже не подобает Нохчу, так как это тоже удел малодушного раба. Идущий в лес за дрова прячет топор в чехле, чтобы не пугать деревья, и вынимает непосредственно у рубящего дерева, а также прячут косу от травы и нож от жертвенного животного. И как вы думаете, как относятся чеченцы к людям, если у них подобное отношение к природе? И прошу учесть то важное обстоятельство, которое стоит ныне против воли чеченцев, что те, кого вы видите сегодня, живут в оккупации кровавой империи вот уже 160 лет. И много чего приняли чуждого нам от империи через насилие государственного террора. И было бы все иначе и благородно по своему нраву у чеченцев, будь они свободны. Здесь поверхностно упомянуты лишь некоторые внутренние и известно скрытые столпы народа Ноя, которые целенаправленно уничтожаются самыми жестокими варварскими методами насилия и коварства, именно русской кровожадной империей, именем русской кровожадной империи на протяжении 457 лет от 1558 года, тогда, когда этот беспечный и развращающийся мир мог взять бы в пример эти благородные устои для своего духовного и семейного развития. Это написано в сентябре 15 года. И вконец завершу личным стихотворением. И называется «Чеченский мир». Жизнь по слову Господа есть закон у нас, и молва посланников Божьих оберегает нас. Честь и землю сохранять призывают нас, где свободы первенства нет сомнения в нас. Проявлять все благородство заложили в нас, выставлять всю высоту наставляли нас, верности и стойкости вынуждали нас, с малых лет не теряя даже день и час. Слово правды, смелый дух, есть тот долг у нас, уступать взрослому каждый всяк из нас, и устраивать доброту приучали нас. Братство, помощи, опоры источают в нас. Мать святая в степени, первая среди нас, каждый старец в мудрости царствует у нас. Дети в летах до 7, ангелы для нас, гость и путник для ночи, Божий дар у нас.
Превосходственность врагов не пугает нас, их желания алчности не обязывают нас. Тяжесть ноши и борьбы не снимает с нас быть примером высоты, следующим нас. Милость, сострадательность заложили в нас. Отказ в нужде хоть кому-либо есть позор у нас. Свет творения Божье чтить обязали нас. Честность, стыд и нравственность есть адат у нас. Гибель, войны, череда укрепляют нас. Проявление каждого очищает нас. Милосердие любви приближает нас. Где за каждым наблюдает, знаем Божий глаз. С уважением, Эрс бин Абу Бакр.